Я хотела бы представить нашего следующего гостя. Это Семен Кочкин. Он создатель проекта «Сердитая Чувашия». И вообще Семена в этом году и, по-моему, административка у него, и иноагентом он стал. В общем... Знаешь, кто-то ТЭФИ получает, ордены, награды, а у кого-то, знаешь, там административка, иноагентство, там, ну, что нежелательное что-то, все дела. Семен, добрый день. Привет. Всем привет! Здравствуйте, зрители Тема 7. Привет. Мы вообще тебя пригласили по одной очень важной теме. Дело в том, что как только началась война в Украине, сразу пошли разговоры о том, что... Ну, там же был разговор, и вот эта вот важная часть, почему началась война, это денацификация, и про которую, кстати, сейчас никто вообще не помнит. И тогда в России начали говорить о том, что в регионах много народностей, которые тоже испытывают проблемы, им не дают учить собственный язык, им не дают проявлять собственную культуру. Как сказала девушка из опроса, русские дети от русских мужиков. Да, и мы в нашей редакции решили, что мы не хотим проходить мимо этой темы, и сделали большой проект, который длится до сих пор, называется «Нерусский мир», где мы пишем о том, с какими проблемами сталкиваются малые коренные народности России. И как раз мы думаем, что ты будешь отличным спикером по этой теме, во-первых, потому что ты из Чувашии, а во-вторых, на самом деле моя большая любовь — ваши стикеры на чувашском. Объясни и расскажи, почему вы вообще решили сделать стикеры на чувашском языке и пользуются ли они популярностью в Чувашии? Ну, а если меня немножко предупредил, я посмотрел бы статистику по скачиваниям, да, по добавлениям, ну, что там прям полная раскадровка, да, по этим стикерам, но давай вы сначала начали говорить про уголовные дела, административные, вот эти все. Я инагентом стал в прошлом году, вот, а в этом году я словил 2 уголовки, и все они очень смешные, но я думаю, на 7 на 7 вы можете там прочитать, там вы делаете хорошие разборы на этот счет. Административки я просто перестал считать, потому что это уже как-то там, не знаю, вышел из дома, получил административку, купил не те продукты, не знаю, вот. Насчет начала войны и, ну, там, вопрос там русских, не русских, да, ну, думаю, многие люди в России спросили себя, вот насколько, как так получилось, почему наша страна такая большая, а почему в нашей стране она не такая моноэтнична, почему у нас так много людей, которые не русские, а кто мы сами, вот мы русские люди или мы не русские люди, а почему у нас называется регион там Республика Чувашия, или Республика Мариэл, или там Татарстан, вот, я уже про Кавказ не говорю, там все еще сложнее, вот, и был в том числе и у моей команды большой запрос на то, то есть не запрос у команды, а вот у людей в команде был запрос к себе, кто мы такие, и мы как бы поняли, что мы сами по себе очень мало говорили получается, до войны про национальный контекст республики. Мы не говорили, то есть говорили, совсем чуть-чуть про проблемы чувашского языка, про проблемы замалчивания культуры, про то, что есть, да, такая вот вещь, что государство делает вид, да, что других народов не существует, есть только русские, а если вспоминают про чуваш, татар, башкир, то это только в рамках там какого-нибудь там дружбы народов, фестиваля какого-нибудь, а никак не про развитие, а скорее там наоборот, там, да, вот. Теперь стикером мы думали, что мы можем сделать, чтобы популяризировать язык. Да, то есть, потому что там половина жителей Чувашии точно, точнее, большая часть людей в Чувашии считают, что они чуваши, но далеко не все из этих людей знают и говорят на чувашском языке. И там много факторов. Первый фактор, наверное, государственная политика, да, то есть, наверное, даже не Россия, а еще советского времени, там, Российской империи. То есть, если ты говорил на чувашском языке, то карьеру построить было тяжело. То есть, да, там, не знаю, моя бабушка, да, с дедушкой специально не говорили на чувашском языке, чтобы моя мама и, да, ее сестра не говорила на чувашском, потому что если ты говоришь на русском, то карьеру тебе построить легче. В общем, вот, мы подумали, нужно что-то сделать, чтобы люди говорили, какие-то хотя бы слова возвращали, да, точнее, не возвращали, а вводили в оборот. И мы выбрали эти простые слова. У нас есть волонтеры, которые как бы придумали, реализовали эти стикеры. Вот, спасибо им огромное, они невероятные молодцы. Вот, и, значит, мы их добавили. И там простые слова от там
там нет войне, там да, нет, да, какие-то чувашские выражения, какие-то мы адаптировали. Вот есть мем, скажи что-нибудь, например, на продюсерском, а скажи что-нибудь на чувашском. Ну вот вообще хилищ нет войне, например. О, Вот. здорово. Или тофтапуч, спасибо. Ну вот какие-то такие слова, и мы начали добавили эти стикеры, и через какое-то время мы увидели, что этого очень не хватало, и нашим подписчикам они начали их активно добавлять. По-моему, добавили, и в первую неделю было больше 1000 добавлений. То есть их может было и несколько тысяч, но 1000 точно была, типа, в первую неделю добавления к себе. Вот, и интересно, когда ты заходишь в какие-то там дебри интернета, во внешний интернет, и люди используют твои, ну, то есть стикеры «Сердитый чуваш», ты думаешь, блин, ё-моё, то есть как бы, и как бы как раз использую их как какой-то месседж на чувашском, а они там вообще же нет русских слов. Вот, Слушай, мне поэтому... вот в этом году, точнее, нет, это была новость, конечно, прошлого года, ноября прошлого года. Может быть, вы помните, как раз Максим тоже из Национальной Республики Коми, когда на День народного единства разные коллективы в разных регионах спели песню «Я русский» шамана. Причем это пели и бурятские коллективы, и коллективы из Коми, и карельские. И это выглядело максимально странно и немножко кринжово, потому что почему буряты должны петь, что они русские? Скажи... подожди, это что, не русская? Вот тут, кстати, я в этом году обнаружила, что у меня есть мордовские корни, представляете? Все прощено, давай. Аерти или Мокша? Ну вот тут я не докопала. Тут стоит сказать, что не хватило мне сил пока. Но, собственно, как вот чуваши в Республике Чуваши на государственном уровне, да, на уровне власти, как вообще это проявляется среди чиновников, отношение к языку и национальной самоидентичности? Ну, нам немножко повезло в республике, потому что у нас главы, ну, президенты республик, главы республик, они были патриотами, мне так кажется на самом деле. То есть им вопрос чувашской культуры, чувашского языка был важен, то есть они его понимали по-своему, все эти вопросы. Каждый из них, например, там нынешний глава республики, именно когда он был депутатом Госдумы, именно его законопроект, который он был автором, получается, разрешил не учить чувашский язык в школах. Но, как бы, если мы убираем все, что они делали плохого, они все равно как-то, они сами чуваши, они сами говорят на чувашском, для них там чувашский язык — это как бы родной язык, вот, и для них это важно. И там они как-то все равно, как-то номинально что-то там делали, вот. А вот там есть республики, там, типа Мариэл, где, по-моему, мариец никогда и не был главой республики, или там вот Удмуртия, где тоже просто какие-то непонятные московские чиновники, и там просто как бы ничего не понятно. Ты смотришь на них, и там какая-то каша. У нас есть национальная чувашская политика, есть... У нас вот, если говорить про тот ролик, который ты вспоминаешь, у нас он был очень смешной, потому что там чуваши пели, во-первых, это коллектив какой-то чувашский, он называется как-то на чувашском, я там не помню, у него есть какое-то чувашское название, и они были в чувашских национальных одеждах. И они пели они на чувашских национальных одеждах «Я рус», и это было очень смешно. То есть это было не кринжово, это было просто как бы очень глупо. Вот. И власти республики постоянно путаются, потому что они, с одной стороны, хотят сказать, что они чуваши, подчеркнуть свой статус, и там из Москвы увидеть деньги там побольше. С другой стороны, они боятся, что вот сейчас мы что-то скажем, и это будет сепаратизм, и вообще нас не поймут, и деньги у нас заберут. Вот, и у них постоянные метания. То они... делают, говорят, вот мы сделаем национальный этнический, культурный проект «Рунический путь», там чуваши в древности использовали руны, вот, и вот мы сделаем рунический путь, и потом на них прыгает Царьград, там какие-то попы, и говорят, вообще в Чувашии что происходит, там как на Украине, вот, примерно вот так, и постоянно идет вот какая-то, и чувашские чиновники дают назад, потом они придумывают что-то еще, вытаскивают на флаг, им в Москве говорят, что это такое, и они опять ходят назад. Вот, я бы на самом деле, я думаю, что проблема вообще, вот если говорить про чувашский язык, вдумайтесь, нету ни одной школы в Чувашии, там нет ни одной школы в Чебоксарах, где бы все предметы изучались на чувашском языке. То есть, как бы, обычно, не знаю, нас же не удивляет, не знаю,
каких-нибудь там в Литве, я думаю, до войны вполне могла быть русская школа. Ну, условно говоря. Ну, вот русская школа, там русские дети учат все языки на русском, ну, не все языки, все предметы на русском языке. Вот, или какие-нибудь, ну, похожие проекты в странах там бывшего там СССР, такое вполне есть. А вот внутри Чувашии нету школ, где все предметы на чувашском. Ну, а про изучение чувашского языка, ну, как бы тут вообще что и говорить, они в этом смысле у властей нет вообще никакой позиции. Была история, что директор одной из школ в Чувашии выступила за то, чтобы был в чувашских, и она выступила с речью, и, видимо, она как-то пережала, и она в своей речи сказала, ну вот, у нас чувашский язык государственный, нужно его обязательно учить. И на нее начали жаловаться министру образования, и министр образования написал пост, какая она сволочь вообще, как так учитель, директор школы, нарушает закон. Вот, в итоге разыграется скандал, и он пост удаляет. Но при этом как-то нормально сказать власть по поводу свое отношение к чувашскому языку у них не получается. Еще интересная штука была. В день чувашской вышивки глава республики сказала, давайте мы все придем на работу в чувашской вышивке. И мы у себя в команде подумали, блин, какая классная идея, вот, супер, ну, может, даже как-то поддержим. И мы открываем форум, главный форум чебоксарский, и читаем, что пишут люди. И люди пишут, сволочи, учителя заставляют нас покупать одежду с чувашской вышивкой. Ну, то есть, и у них все время так. Вот они придумывают даже что-то хорошее, но в итоге превращается в обязаловку. И я думаю, что пока у нас там нет институтов, пока мы живем там в такой вот непонятной автократии, у нас все культурные инициативы, которые могут власти сделать, это будет какая-то обязаловка и маскарад, вот как с ряжеными, которые поют «Я русский». Ну, в общем, думаю, будет так. Я, вот действительно, Катя уже сказала, родился, вырос в Республике Коми. Я помню, значит, читаю, ну сейчас вот уже последние 1,5 года читаю новости, не находясь там в регионе, как, собственно, там пытаются местные власти надавить на местных локальных активистов. Самая, как бы, популярная тактика, как мне кажется, это тактика такого замещения, создания симулякра. Вот есть настоящие трушные коми-активисты, да, которые ратуют и за язык, и за традиции, за сохранение быта. И они как бельмо на глазу у властей. И власти говорят, так, сейчас мы сделаем по-шустренькому, ну, типа какую-то своих активистов создадим, накачаем их через подконтрольную прессу и будем говорить, вот это вот настоящие, нужные, правильные активисты, которые борются за коми язык, а вот эти непонятно откуда взялись, давайте их мочить. Вообще они какие-то городские сумасшедшие, какие-то юродивые, вообще не слушайте их никого. И мне кажется, что вот, ну, до поры до времени это было главная тактика. Конечно, после начала войны немного ситуация изменилась, и как будто больше силовых методов. Ну, типа там, ну, вот возбудить дело, там, что-то надавить, силовики пришли, сказали, будешь выпендриваться, ну, мы сейчас быстренько тебе тут напишем на бумажке, отправим в суд, и уедешь куда подальше. Вот я на эти моменты все время говорю, ну, типа, дальше в Воркуты меня не отправят, а там-то я все знаю, как бы, уже все на мази у меня, все дома, там, все дела. А что в этом вопросе в Чувашии происходит? Если вот этот вот момент, когда местные власти стараются действительно создать клоны, ну, чтобы заместить, как бы, да, поляну, забить эфир? Ну, на самом деле, как бы вот из-за того, что у них нету четкой позиции по поводу национального, да, вопроса в Чувашии, там, кто они, до конца они не понимают, они, то ли они чуваши, то ли они русские, то ли они, значит, единороссы, у них какая-то вот вечная, они не могут решить, кто они. Вот, поэтому они не каких-то резких шагов, ну, вот как создать чувашскую организацию, это же, ну, это все, это почти сепаратизм. Вот, поэтому до войны они используют такую тактику, они просто людям, кто пытался, ну, то есть, кто делал какие-то культурные проекты, кто вот делал какие-то вот вопросы там языка, и они их просто, как бы, этих людей говорили им, а вы не идите в политику, не говорите каких-то политических лозунгов, предлагали им работы и включали в свои какие-то культурные программы. И люди в основном соглашались, потому что они исходили из того, что, ну вот, лучше там, не знаю, выйдет хороший учебник чувашского языка, и люди будут учить по нему, и как бы
чувашский язык будет жить. А вот если мы сейчас будем устраивать митинги, то как бы мы не сможем повлиять. И так или иначе, на самом деле, есть какие-то позитивные там изменения. Ну, то есть, если бы не война, если бы не там, если бы не все, что вот как бы происходит в России, может быть, эта тактика имела бы право там на существование, потому что ну, реально, сейчас вот новый учебник чувашского языка лучше, чем прежний. Издаются книги вполне себе там на чувашском языке, там сказки, там для детей издаются книжки, которые можно в целом купить, там, не знаю, в обычном магазине, и все это там плюс-минус за счет государства печатается, производится, в общем, как бы было бы гораздо им, ну, то есть особенно вот активистам национальным сложнее этим всем заниматься, ну, им нужно было идти там таким людям, как я, которые там в глазах власти радикалы и вообще плохие люди, и чтобы мы про них писали, собирать там деньги на книжки, но они думают, блин, ну, а я лучше пойду там в республики, и они мне все сделают, помогут. То есть как бы вот такая вот вещь. А вот такие вот организации клонов, мне кажется, что вот это вот из времен каких-то, вот знаете, сурковских каких-то вот старые времена, там, знаете, мы создадим клоны какие-то. Сейчас зачем? Ну, как бы, либо кооптируют, либо просто как бы, ну, если будут мешать, ну, как бы, либо кооптировать, либо делать вид, что их не существует. Ну, если мешает, ну, как бы репрессировать. Вот, поэтому как бы люди, которые занимаются активизмом, они пытаются как-то вот усидеть, не сильно отсвечивать, ну, как бы по итогу у них, правда, много что получается. То есть, как бы, ну, вот вопрос там про язык. Или там, не знаю, у нас есть чувашский лагерь, очень крутой чувашский лагерь. Вы там платите взнос вступительный и едете там на одну неделю. Подожди, перед тем, как ты не рассказал, вы знаешь, ты говоришь слово «чувашский лагерь» у нас есть, и я, видимо, с исторической памятью в руку, ты думаешь, боже ты мой, что в Чувашии тоже было распространено, извините. Ну нет, у нас на самом деле в этом смысле нам повезло, ну то есть как бы у нас нет такого наследия, у нас там всего 4 колонии, вот, и как бы там Конечно. Не, ну всего 4, но я думаю, что в Коми гораздо больше. В Коми-то точно больше. Закончим. Да, и вот у нас есть, например, чувашский лагерь, и там вы платите за взнос, небольшой взнос, и неделю учите чувашский язык. Если вы хорошо сдаете экзамен, то вам возвращают большую часть денег. Вот, и этот лагерь живет уже много-много лет, вот, и, не знаю, если бы там он бы там ставил бы какие-то политические требования, может быть, его бы уже не было. А как вот у них получается, как бы, меньше политического, но зато как бы получается продвигать культурную повестку. Или у нас там биеннале чувашская проходила тоже там за счет, ну то есть она была вообще полный там фонд президентских грантов вообще был. Но тем не менее классная получилась выставка, и я уже не мог на ней присутствовать, потому что война началась, ну, вообще, я дома я уже жил, вот, но судя по тому, что я видел, получилось здорово, и такого раньше в республике не было, и непонятно, вот сейчас вот в связи со всеми событиями будет ли еще что-нибудь такое. Вот, скорее всего, нет, но, не знаю, после Путина точно будет, даже лучше. Я представляю, как сидит сейчас чиновник, какой-нибудь вице-губернатор по работе с внутренней политикой в регионе. У него на плечах такой сидит чертик и ангел. Значит, ангел говорит «коптировать», а чертик «репрессировать», как только появляется какая-то неподконтрольная инициатива. Они между собой борются, и мне кажется, что вот черт с фразой «репрессировать» все чаще побеждает. Коротко. Да. Ну да, у них же еще... Да. Я надеюсь, эти скучные разговоры не распугали зрителей 7/7. Вот, спасибо, что вы пишете про... Это же конец, да, ведь? Да? Спасибо, что вы пишете. Вот, спасибо, что есть такое классное издание. Мы очень вас любим и очень вас ценим. А мы-то вас как любим. Да. Друзья мои, подписывайтесь на Сердитую Чувашию в Телеграме, там чуть больше 22 тысяч. Давайте до конца эфира как минимум до 23 доведите.